Хлыбзеку хатырскуа телехопшча, апсуа телехопшра ишъуеднагалут ишиашо ицу эфирала, Апсны жәлар еизарахь адепутатразы акандидатша рықәгылара. Уаха ҳастудиахьа аԥхьара рымоуп аҩадатәи, аԥшьбатәи алхырҭатә ҭыԥхада акандидатцәа. Аха урҭ рахьтә аӡәы ихы алаимырхәит еиуеиԥшым амзаҵәқәа ирыхҟьаны, егьырҭ хәҩык акандидатцәа ҳастудиаҿы иҟоуп. Уажәы дара шәсырдыруеит, бзиала шәаабеит. Аӡынба Шамил Омар-иԥа, Аиба Батал Эдуард-иԥа, Асабуа Алиас Борис-иԥа, Жиба Дмитрий Эдуард-иԥа, Рштуни Ерик Сагател-иԥа. Ԥҟарақәа изныкымкәа ҳрылацәажәахьеит азыҳәан, уажәы ҿыц салагом ара аамҭа ҳамгарц азыҳәан. Акандидатцәа зегьы еиҟара лшарақәа шәымоуп, шәымоу аамҭа шәхы иархәаны шәхыӡырыжәгарц азыҳәан. Шәыгәҭакқәа, шәыпрограмма акандидатцәа рҟынӡа анагара азыҳәан. Уажәы арегламент инақәыршәаны зны ҳазыӡырҩып шәнысымҩақәа. Аӡынба Шамил Омар-иԥа инысымҩа ҳазыӡырҩуеит уажәы. Аӡынба Шамил Омар-иԥа диит маимзаҩ-ҩык зқьи-шәи ханижәыжә абашықәса рзы аџьариатәи АССР Баҭым ақалақь аҿы далгеит Баҭымтәи абжьаратәи аурыс школ, анаҩс аус иуан Баҭымтәи ахимиа фармацевт зауадаҿы. СССР арбџьармычқәа рыҿдахысит арра маҵзура зқьи-шәи ԥшьынижәжә абашықәса рзы дҭалоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҭоурых зиндырратә факультет дагьалгеит зқьи-шәи ԥшьынижәжәи бишықәса рзы азин-ҭҵааҩ изанааҭ ала. Аԥсны жәлар Џьынџьтәылатәи еибашьраан акәылӡтәы техника гәыԥ далан ианашьоуп Аԥсны афырхаҵа ҳәа ахьӡ. Акыр шықәса шьапылампылтә клуб абаз еиҳабыс дыҟан. Зқьи-шәи ԥшьынижәжәи жәаф шықәса рзы Аҟәатәи алагаратә зауад акоммерциатә директорс дыҟан. Зқьи-шәи ԥшьынижәжәи жәаф шықәса ҩнызқьи хәба шықәсқәа рзы абизнес ашьапылампылтә клуб абазгарҿиареи инапы рылакын. Апрель мза ҩнызқьи хәба шықәса инаркны аҿар аспорти русқәа рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩыс дыҟан. Иара убри ашықәсаз Аԥсны аҳәынҭқарра ахада ахылаԥшра ззиуаз аҿартә политиказ ааидгыла дахантәаҩхеит. Ҩнызқьи жәеиза шықәсазы имҩаԥысуаз Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа рҿы ахада ихаҭыԥуаҩ рахь кандидатс дыҟан. Октиабр мза ҩнызқьи жәиԥшь шықәса рзы Аԥсны аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩыс даҭан. Сентиабр мза ҩнызқьи жәаф шықәса рзы хатәгәаԥхарала имаҵура аанижьуеит. Ҩнызқьи зеиԥш шықәса рзы далгеит ранх егьис амагистратура. Дҭаацәароуп, хҩык ахшара драбуп. Уажәы ҳазыӡырҩып Аиба Батал Эдуард-иԥа инысымҩа. Аиба Батал Эдуард-иԥа диит мшаԥымза ԥшьба зқьи-шәи ԥшьынижәи ԥшьба шықәса рзы Аҟәа араион аҩада Ешыра ақыҭа. Далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аекономикатә факультет. Ҩнызқьи фба шықәса инаркны ҩнызқьи быжьба шықәса рҟынӡа Аԥсны арра маҵзура дахысуан длеитенантуп. Ҩнызқьи жәба шықәса рзы Санкт-Петербургтәи аекономикеи афинансқәеи руниверситет амаркетинг акафедра аспирантура далгеит. Ҩнызқьи ааба шықәса инаркны ҳазҭагылоу аамҭа аҟынӡа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аекономикатә факультет аҳәынҭқарратә напхгараҭареи аменеџьменти ркафедра рҵаҩыс дыҟоуп. Ҩнызқьи жәаба шықәса инаркны ҩнызқьи жәаха шықәса рҟынӡа Аҟәатәи араион ахадара ақыҭанхамҩа аҟәша напхгаҩыс дыҟан. Ҩнызқьи жәаха шықәса инаркны ҩнызқьи жәаф шықәса рҟынӡа Аҟәатәи араионтәи еизара анапхгаҩы. Ҩнызқьи жәибжь шықәса инаркны ҳазҭагылоу аамҭа аҟынӡа Аԥсны аҳәынҭқарра жәлар реизара адепутат. Дҭаацәароуп, ҩыџьа аԥацәа драбуп. Асабуа Алиас Борис-иԥа инысымҩа. Асабуа Алиас Борис-иԥа диит хәыжәкыра мзҩба зқьи-шәи ԥшьынижәи жәба шықәса рзы Гәылрыԥшь араион Бабышьра ақыҭан. Зқьи-шәи ԥшьынижәи жәохә шықәса рзы дҭалеит Аҟәатәи абжьаратәи ашкол номер хԥа анаҩс. Ҩнызқьи акы шықәса инаркны ҩнызқьи фба шықәсаанӡа Ҵариаҵон Башаран коллеџь аҿы. Ҩнызқьи жәаба шықәса рзы далгеит Сҭампылтәи аҳәынҭқарратә университет аекономикатә факультет адунеитә економикеи жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәеи рзанааҭ ала. Ҩнызқьи жәеиза шықәса рзы Аԥсны аҳәынҭқарра адныҟатәи аусқәа министр рҟны аинформациа аналитикатә ҟәшаҟны аусура далагеит. Ҩнызқьи жәаҩа шықәса рзы Аԥсны аҳәынҭқарра адныҟатәи аусқәа рминистр рҟны Ҭырқәтәыла имрагылара ааигәеи рҟәшахьы ареферент иаҳасабала диаган. Иара убри ашықәсазгьы адипломатиатә ранг атташе иҭан. Анаҩс Аԥсны аҳәынҭқарра рҟны иҟоу Урыстәылатәи анырра аилак ахаҭарнакра анапхгаҩыс дҟаҵан. Ҩнызқьи жәаха шықәсазы Аԥсны аҳәынҭқарра адныҟатәи аусқәа рминистр рҟны Ҭырқәтәыла имрагылара ааигәеи рҟәшаҟны ареферент
апрезидент еиҳабыс дҟаҵан. Еиуеиԥшым аамҭақәа рзы амаҵзурақәа жәпакы иҭан. Ҩнызқьи жәаа шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа акультура агәыҳалалратә фонд ашан ахылаԥшратә хеилак ахаҭарнакс дыҟоуп. Убри инаваргылан ҩнызқьи жәибжь шықәса рзы Аԥсны аҳәынҭқарра адныҟатәи аусқәа рминистрраҟны иҷыдоу анапынҵақәа рзы цҳаражәҳәаҩыс дҟалеит. Уи амаҵура наигӡоит иахьа уажәраанӡа. Дрылахәын жәларбжьаратәи Женеватәи аиҿцәажәарақәа иара убас хыԥхьаӡара рацәала жәларбжьаратәи аҿар рфорумқәа арра маҵура дахысит. Идыруеит аԥсуа, аурыс, англыз бызшәақәеи аҭырқәшәеи дҭаацәароуп. Уажәы ҳазыӡырҩып Бжьиба Дмитри Едуард-иԥа инысымҩа. Дмитрий Едуард-иԥа Бжьиба диит жьҭаарамза жәаха зқьи шәиԥшьини жәибжьба шықәса рзы Аҟәа. Аҵареи ҵон Аҟәатәи ахԥатәи абжьаратәи ашкол аҟны. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет абиологиа географиатә факультет, асоциалтә культуратә маҵзуреи атуризми азанааҭ ала далгеит. Уи ашьҭахь Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҟны иаарту Аԥсны адоуҳатә ҵараиурҭаҿы иҵарах иркәшеит. Ҩнызқьи жәаба, ҩнызқьи жәеиза шықәсқәа рзы арра маҵзура дахысит. Анаҩс шықәсқәак аус иуан Аԥсны аҵареи аҭҵаара дырреи рминистрраҿы, иара убас Аԥсны аҳәынҭ статистика аусбарҭаҿы. Ҩнызқьи жәаф, ҩнызқьи ҩажәеик шықәсқәа рзы хыԥхьаӡара рацәала еиуеиԥшым асоциалтә гәыҳалалратә проектқәа реиҿкаареи рымҩаԥгареи инапалакын. Апродиусерра иазҟазоу ауаа дрыгәҭылакны аӡыргара хырхарҭала иҷыдоу аҵара иоуит. Тҟәарчал, Ацқьа Евстафи Аԥсилаа раҳ ихьӡ зху ақьырсиан уахәама аргылара иазкыз зымҽхак ҭбаау агәыҳалалратә марафон аиҿкааҩцәа дыруаӡәкын. Ҩнызқьи ҩажәеик шықәса инаркны ауаажәларратәи аиҿкаара, адунеи зегьтәи аԥсуа база конгресс, аҭыԥантәи аҟәшақәеи аҿарра активреи рҳәаақәҵаҩыс дыҟоуп. Рштуник Ерик Сагател-иԥа инысымҩа. Рштуни Ерик Сагател-иԥа диит Нанҳәа Мзазеевски шәиԥшьини жәыфба шықәса рзы ақалақь Аҟәа. Ҩнызқьи ҩба шықәсазы далгеит Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ. Иара убри ашықәса аанҭалеит Шәача ақалақьаҿы иҟоу Урыстәылатәи аҳәынҭқарратә асоциалтә университет. Ҩнызқьи бжьба шықәсазы акоммерциатә банк Престиж азин дырратә ҟәша напхгара азиуан. Ҩнызқьи жәеиза шықәса инаркны ҩнызқьи жәиԥшь шықәсанӡа Аҟәатәи ақалақьтәи еизара депутатс дыҟан. Уи ашьҭахь ҩнызқьи жәаф шықәсанӡа Аԥсны астандартқәеи ахархәаратәи атехникатәи хылаԥшреи рзы аҳәынҭқарратәи еилакы напхгара азиуан. Ҩнызқьи жәаа шықәса инаркны ҩнызқьи ҩажәеик шықәсанӡа аҳәынҭқарратә карантинтә хылаԥшра аиҳабы иабжьгаҩыс аус иуан. Иахьатәи аамҭазы аҳәынҭқарратәи акарантинтә маҵзура ахԥатәи аҩаӡара змоу абжьгаҩыс дыҟоуп. Аԥсны ауаажәларатә хеилак далахәылоуп, дҭаацәароуп. Уажәы ҳаиасуеит ҳефир анаҩстәи ахәҭахьы. Уажәы дасу абри шәнысымҩақәа шрыҳәаз еиԥш убас ишьҭаргыланы ҩба минуҭ шәырҽҭагӡаны шәхыӡырыргарц алшара шәымоуп, насгьы жәлар реизарахь шәызцо атәы еиҭашәҳәарц. Ҳаҭыр зқәу ажәлар, март жәаҩа имҩаԥысуеит ажәлар реизарахь алхрақәа. Ари жәытәнатә аахыс иҳамаз, ҿыц иҳауаз аҳәынҭқарра Аԥсны аҳәынҭқарразы ҵак ду змоу хҭысуп. Жәларык акандидатцәа рҿаԥхьа ҳгыланы ҳапрограммақәа ӡыраҳгоит. Егьи бзиазаргьы убри апрограмма лыҭшәада иаанхоит, избанзар иахьа ҳаԥсны жәлар арыцҳара иҭагылоуп. Аполитика ахҭысқәа намаданы ҳаҽеиҩаҳшеит. Уи зхароу зегьы раԥхьаӡа аветеранцәа ҳауп. Аибашьра аамышьҭахь амцхә аполитика ҳҽаҳҭан иҳамоу демократиатә системала ҳара ҳҽеиҩаҳшеит. Ажәлар ҳахьыԥшны ажәларгьы рҽеиҩыршеит. Убри изхароу убри ирҽеироуп. Аха Аԥсны аҳәынҭқарра депутатгьы ихацикыр ҟалоит абри апроцесс. Иазхәышықәса иалаҳхуеит депутатцәа. Агәаанагара ҳаҳауеит аԥасатәи апарламент иаҳа еиӷьын ҿыц парламент аҵкьыс изыҟалои абас, ари иашоуп ишырҳәо, аха изыҟои абас. Шәааи ҳҭоурых ахь ҳазыхынҳәып, актәи апарламент аналаҳхуаз, ишԥалаҳхуаз, ишԥаԥаҳшәаз акандидат, иԥышәара ҳахәаԥшуан, иҵара, идырра, илшом абри аидара даҵалар Аԥсны аҳәынҭқарра амаҵуреи, ажәлар рымаҵуреи илшома ҳәа абри ҳазхәыцны далаҳхуан. Иахьа ишԥаҟаҳҵо, иахьа абӷанҷ, абетон, ахәыҷ площадкақәа, трансформатор, стабилизатор сҳәаз еиԥш абас, ари амҩа иашаӡам, ари амҩа ҳҭанархот, ҳәынҭқарреи, ҳажәлари, аԥсуа милаҭи ашәарҭара иҭанаргылот. Ҳаҭыр зқәу ажәлар, шәыгәрагара сара исоур, абри асистема аԥсахреи, абри алхратә азакони, алхратә асистема аԥсахреи сҽазыскуеит. Шәыгәрагара соур, сара сдепутатхар, шәара шәыбзоурала, сара абри исҳәаз азҵаарақәа хадаран иргыланы, демография, абызшәа, акультура, аҵарадырра, аҭҵаарадырра, агәыбзиарахьчара,
акоррупция за акфара, убриазцарақәа зегьы сҽазлымҳаны сымч сылша иҟоу зегьы аус аӡызулоит. Ҭабуп шәагьзыӡырҩыз. Шамил Омар-иԥа, шәыҽҭашәыгӡеит ишәымаз аамҭа, уажәы Батал Едуард-иԥа шәара шәаамҭоуп. Ишәымоуп минутк. Добрый вечер. Наш сегодняшний эфир проходит на фоне военной спецоперации на Украине. И мне искренне хотелось, чтобы это закончилось в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. Эти 5 лет для Абхазии и для парламента, в частности, были непростыми. И многим людям не было возможности видеть, как проходит заседание сессии, то, как принимаются решения. И мною в соответствии с законом об доступе к информации было разработано постановление, которое было принято, но из-за тяжелых финансовых обстоятельств не было доведено до конца. При этом был разработан законопроект, на мой взгляд, один из важнейших после Конституции Республики Абхазия, это закон об образовании, который формирует наше будущее, и именно образованный человек может построить суверенное, экономически развитое государство. Мне именно по этой причине было принято решение баллотироваться вновь в парламент Республики Абхазия, чтобы иметь возможность закончить вот все эти вопросы. Спасибо большое. Аамҭа шәыҽҭашәыгӡеит, иҵегьгьы макьана ишәымоуп. Анаҩстәи акандидат иахьҳаиасып, ус акәзар, Алиас Борис-иԥа, уажәы шәара ишәымоуп, шәара шәхатәы 2 минутк. Ҳаҭырызқәа колегацәа, ҳаҭырызқәа ҳуаажәлар, раԥхьаӡа иргыланы исҳәарц сҭахуп, иҳакәыршаны иҟоу агәаҟра иҟалаз иазҟьаны, ҳуаажәлар ибзиаӡаны иадыруеит аибашьра закәу. Убри азы Донбасс иҟалаз аконфликт иаарласны, иҭынчны иӡбахоит ҳәа агәырак згоит. 12 марта состоятся выборы депутатов парламента Республики Абхазия. Решение баллотироваться было для меня нелегким, так как я в первую очередь дипломат, а не политик. Но в то же время я разделяю ответственность за происходящее в нашей стране, за наше общее будущее. Нельзя сказать, что процессы, происходящие в нашем государстве, в полной мере нас удовлетворяют. Но я надеюсь, что мы общими усилиями сможем преодолеть эти проблемы. Есть очевидные факты, которые мешают политическому и экономическому развитию Республики Абхазия. Это всеобъемлющая коррупция, кумовство, непрофессионализм на местах. Со всеми этими явлениями необходимо жестко бороться, так как они ставят под угрозу само существование нашего государства. Разумеется, в одиночку таких целей и задач достичь невозможно. Для этого нужна цельная и профессиональная команда, которая, я надеюсь, будет сформирована. Я против предвыборного популизма, поэтому хотелось бы обозначить приоритетные направления своей деятельности, если я получу высокое доверие избирателя. Это то, что зависит непосредственно от меня. Способствовать принятию качественных, конкретных законов, которые помогут решать наши политические, экономические и социальные проблемы. Принимать реальное участие в работе с избирателями, поддерживать с ними постоянную связь, информировать их о своей деятельности, вести прием избирателей. Особое внимание будет уделено самым незащищенным слоям населения, активно осуществлять практику внесения соответствующих парламентских и депутатских запросов как наиболее важных форм депутатской деятельности. Также особое внимание в своей работе планирую уделять таким сферам, как демография, образование и социальная поддержка населения. Надеюсь, что с помощью наших избирателей мы все вместе сообща добьемся реализации стоящих перед нами задач, и наша Абхазия будет успешно развиваться. Итабуп, Дмитрий Едуард-иԥа, уажәы шәара ажәышәымоуп. Итабуп. Хлопзиақәа ҳаҭырзқәоу алхыҩцәа, хлопзиақәа акандидатцәа, убасгьы иҭабуп ҳашәасҳәарц сҭахуп аԥсуа телехәаԥшра аусзуҩцәа абри азы ҳаиԥылара иҿызкааз. Дорогие избиратели, я баллотируюсь в парламент Республики Абхазия, руководствуясь принципами морали и справедливости. Для меня было всегда важно, чтобы каждый человек занимался своим делом, во что верит и, конечно же, в чем разбирается. Уверен и опираясь на свои знания и опыт, а также навыки,
я буду полезен в законодательном творчестве, достойно представляя интересы избирателя. Я также представляю команду Конгресса. Это профессионалы из разных сфер, всегда готовые прийти на помощь, всегда готовые разобраться и сориентировать в деталях. При решении конкретных проблем лучшие специалисты – это, конечно же, сами жители. Поэтому команда Конгресса развивает сеть местных отделений в Абхазии, чтобы знать реальную ситуацию каждого, реальную ситуацию на местах. Мы считаем, что это самый эффективный подход при реализации конкретных проблем, и это самый эффективный подход для развития нашего государства. Подход, о котором мы говорим, изначально заложен в самой сути Народного собрания. Уверен, что я и команда Конгресса наполнит работу парламента реальными делами во благо нашей с вами Апсны. Спасибо за внимание. Амтышштажик зитожи, нажа яхтап Эрик Сагателипа. Хулубзия хатырскуа телехопшча, а студия асысча. Азин цифтозар, а яхепи сугголара яззар стахуп урыс бисфяла, избанзар телехопшча, милат рачала, еще гулу. Здравствуйте, дорогие телезрители, добрый вечер. Рад возможности высказаться в прямом эфире и донести свою позицию до своих избирателей и до всего народа Абхазии. Я понимаю, что наши люди устали от предвыборных речей. Понимаю, что кандидаты в депутаты во все времена говорили и говорят примерно одно и то же, а жизнь обычных людей между тем существенно не меняется. Но я против того, чтобы отстраняться от государственных проблем и позволить другим принимать за нас не самые выгодные решения. Абхазия при правильном государственном управлении, при грамотном взаимодействии всех ветвей власти обладает достаточными ресурсами, чтобы устойчиво развиваться. Проблемы энергоснабжения, водоснабжения, благоустройства городов уже давно должны быть решены. Мне больно видеть, как наш народ-победитель, отстояв свою свободу и независимость у грузинских оккупантов, сегодня у своих чиновников пытается отстоять Абхазию. Я сам из семьи погибшего во время войны отечественной народа Абхазии, и мне принципиально важно, чтобы дело, начатое нашими отцами, не было загублено. Парламент же в этом деле, строительство независимой Абхазии, играет ключевую роль. Рассчитываю на то, что мое образование, мой депутатский опыт в органах местного самоуправления, в исполнительной власти, активная общественная деятельность послужат решению важных для страны вопросов. Надеюсь на вашу поддержку. Итабу боже хайсует она испехтахе, кола прито зара кохпа, итаган ртак хацатуп швацк шайна итыжга. Иштахы зрел ширх и шиштаху. Рыхпаги разных классап хеп нас حاجة قلة شيء مركز زاكون وبس حشجويبش وبس حشصح صلاب وبسيش على سابخ وتزارك وأخا جيش زيلم كوزر يسافحر ورسش على يتجن يسافح. إريك يحزيت يقول. أكتا أي كرخري أجريرز يقزتوزي رابخدز إنرجلنا. وياك بيزارم. Айбати, а диаспорат политика заипшра зар акуй, диаспоры хари и цигхай мадаракот пахарцазы и гацатузи. Ахпапи и гацатузи оттыла афатай пшартадара апцаразы. Речь идет о продовольственной безопасности. Халаготности, шапуи пшушта. Халага репатриациала. Шиф дорев сарас репатриантов, сарас мидзет апсна, батымак алексиен, сханхит сапсад гилаш. Уя проблема сара политик хасава лакумка сара юнуцка ягулца за проблема ягулца соп. Ишпам я пгату. Абханат пайбишанан сай разные как гакха халагети бзен ицон. Аха иqalaz амацаз блокада апсны тарка за амацаз нас экономика тагала заша. Аусура амлет афат пайбтани водуйхет апста заразиги жвала шут зиги аз амте кобрина мадана и харавика вацет. Нас япца на комитета апсна ярхаду хуза комитет репатриации хузерхо.
сара ишәсазҵаауазар, абри амчра хәыҷык аҩадара иаҳа ишьҭыхтәуп. Иҟаҵатәуп са сгәаныла абри репатриациа ҳәа ҳагәылаԥшуеит. Репатриациа адагьы зегьы арахь ишымаауа ҳара иаҳдыруеит. Уи иааргьы нас ҟалашьа амам иаҳдыргәышьоит, аха уи хықәкыс иамоуп убри ҳәарада архынҳәра аҩныҟа, аха сара сгәаанагара абыс иҟоуп, иҟаҵатәуп аԥыза министр актәи ихаҭыԥуаҩ портфель наиҭаны, амчра наиҭаны, убри аминистр аҟынӡа ихагаланы аминистр адиаспорала аусура. Арахь ахынҳәа адагьы убрахь аҭыԥаҿы иахьыҟоу адиаспорақәа ирӷәӷәатәуп, аполитика амчрахь ишьтәуп, Ҭырқәтәыла ҳдиаспора даара ирацәоуп. Ижәдыруеит аҭоурых нас ҳагәылаԥшыр, Урыстәылеи Ҭырқәтәылеи еибашьын, ҳарбжьахәаша ҳцеит. Ҳара ҳнационалтә интересқәа иаҵанакуеит убри Ҭырқәтәылеи Урыстәылеи ралаҟазаашьа ибзиахарц. Убри адиаспора иалшома иалшот. Диаспора убрантәи амч Аԥсны аҳәынҭқарра рабдуцәа рыԥсадгьыл амч дырӷәӷәароуп. Абасгьы Сириа, Иордания, абас иуеиԥшым ахырхарҭақәа. Аҩбатәи аҳәынҭқарра иҟанаҵашат. Ҳапрограмма хәыҷык иҽеиӡам. Абри апроблема ашьҭыхны инаганы арепатриациаз акомитет аҟәаҟәа инықәҳаҳҵеит. Вадим Харази ихала убри дазҿлымҳауеит аҳәынҭқарра хәыҷык, аминистрс реилазаара хәыҷык инаскьаны игылоуп убри азҵаараҿы. Издыруоуп исҳәо. Убри мацара амчала иалшаӡом. Иҭҵаара ҳаналага азакон еиларшәшәаны убас иҟалеит, убри арепатриациаз акомитет ахеилак иҳамоу, убри иааиуа ауаа апаспорт рыҭарада уаҳагьы иамаӡам. Адаптациа аҭахуп, ишәаны изаны шаҟа-мааҭ, шаҟа-ԥара иҳазтәоу убри аӡәы иаагара, убри ҳазхәыцны убас имҩаԥаҳгароуп. Абас азырҵоит ауриақәа, абас иҟарҵоит Германиа иуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа рҿы. Ҳаргьы убри амҩа ҳақәлароуп. Шәааи мацара схаӡом, ахшыҩ аҭаны, економика аҵаҵаны убри зегьы ҳазхәыцны имҩаԥаҳгароуп. Ақыҭанхамҩа, анкьа зныкны совет аамҭа аныҟа сара ачеи ҿыхны ачеи аласҵон, санду лыхьӡала аԥара сара исоуан, уи ачеи аҟанҷ аԥара агарҭа рацәан. Иахьа ақыҭаҿы аԥара агарҭа аҟаӡам. Убри аҳамҵар ақыҭауаа рхы иахәартә, аԥара афатә ажәтә уи рыгӡам, аха уи аамышьҭахьгьы ижәактәи шәышықәсаан хәыҷык ҟәрышьгьы уџьыба иҭазароуп, ахәыҷы деилаҳәатәуп, деилаҵатәуп, убри зегьы аԥара агарҭа маҷхеит. Убри апрограммақәа ааиҵыхны инамаданы аҳәынҭқарра иазхәыцыр, ақыҭанхамҩа усгьы ишьҭыҵуа иалагоит, ақыҭауаагьы рыҩаӡара иаҳа ишьҭыҵуеит. Ахԥатәи азҵаара атәыла афатә ашәҭшәарҭа рахьӡаразы иҟаҵатәузеи? Уи даара шәарҭароуп ҳара ҳзыҳәан, ижәдыруеит егьараан иҟалахьеит, политикатә кризисқәа аныҟоу иаразнак иҳараххоит, ихалоит ахә, ԥшьыни жәаба процент ишыжәдыруа еиԥш импорт ҳамоуп, аекспорт ҳәа акгьы ҳамаӡам. Ҳара иҳазхаша абра аџыш, акартош ҳәа еиԥш, аҷых, ахәылара ҳәа абри зегьы ҳара иҳалшоит, ҳадгьылқәа ҭацәны икажьуп, ҳара ҳаханы ҳаҵазы иааҳгоит, импорт азы аус ҳуеит, иаҳарҳауа аԥарақәа зегьы уахь ицоит. Ҳара ақыҭанхамҩа ус шьҭаҳхыр ишахәҭоу абра зегьы акәымзаргьы шәҟаҟантәи ҩынҩажәаба процент, хынҩажәа процент, абри афатә ажәтә, абри ауҭраҭых ҳәа зеиԥш, ашәыр ҳәа зеиԥш, убри ҳара иҳалҳаршар, ҳара ҳхала ааӡара, убри аԥара аԥсны аҳәынҭқарраҿы иаанхоит, ҳара ҳшәарҭара, абри афатә ажәтә ашәарҭара азҵаарагьы ӡбахоит. Иҭабуп, иҵегь аамҭа шәзынхеит даҽа Уи нас ҩ-минуҭқәак. иҳархоит нас. Уажәы Батал Эдуард Ипа иахьҳаиасуеит. Вот в первую очередь, наверное, я бы совместил здесь ряд вопросов и продовольственную безопасность, и вопрос сохранения и развития села. Они все-таки в комплексе умещаются экономическом и вот, наверняка основополагающим для сохранения села и развития села является агропромышленный комплекс, то есть сельское хозяйство, но это не имеется в виду о крестьянском подсобном хозяйстве. Вот давайте вспомним то, за счет чего вот 50-е, 60-е годы в Абхазии был демографический бум. Это единственный период, при котором около 12% прирост населения был в Абхазии. В первую очередь, это то сытое село, о котором Шамиль Умарович говорил только что. Это вот тот же чай, тот же табак. И вот некое массовое производство, которое позволит сельчан в первую очередь не просто прокормить их в селе, а позволит им
зарабатывать в селе. Вот все абхазские села, вот если проезжаешь, видишь, что там стоят двухэтажные дома. Все эти дома построены за счет чая и табака, выращенные в 60-е, 70-е, 80-е годы. Я думаю, старшие люди все согласятся и знают, что это никакая не колониальная культура, которая убивала Абхазию, а наоборот давала возможность в семье содержать 5-6 детей. На мой взгляд, это основополагающее для государства. Тут же параллельно решаются ряд социальных вопросов. Если в селе есть некое производство, это всегда здравоохранение, маленький ФАП в селе, это всегда ремонт дорог, электросетей. Это параллельно все поддерживается, потому что в селе возникает жизнь. Вот что хотелось бы сказать про диаспору. Вот сейчас в парламенте буквально на одном из последних заседаний сессии вопрос рассматривался по переформатированию работы диаспоры. Ну, начали вопрос с того, что его переделать в министерство, повысить статус. Но тут есть еще и скрытые вопросы, ведь мы, когда приводим пример Израиля и ряд других стран, мы забываем, что эти страны сильнее экономически, чем те страны, откуда репатрианты возвращаются, и они более безопасны. Нам бы для начала создать условия, где репатриант может адаптироваться, быть в безопасности, не оказаться в колодце или чтобы у него кто-то отобрал его имущество, которое он привезет в Абхазию. Дать ему гражданство и на этом забыть о его существовании, ну вот фактически так и происходит. Другое дело, что нет точной целевой программы. Вот без пошаговых действий, какой-то точной программы, мы не можем сказать, каких результатов мы достигли или чего не достигли. Вы наверняка знаете, что на основании проверки прокуратуры сегодня возбуждено уголовное дело на бывшего председателя этого министерства. Там были хищения в особо крупных размерах. Ну, так дела не происходят. То есть мы должны понимать, что для нас приоритет. Если приоритет наше государство и репатриация, мы должны сурово наказывать людей, которые расхищают госимущество кощунственным способом. То есть отбирая у наших соотечественников деньги, которые идут на их адаптацию, на их жизнь в Республике Абхазия. Также вот по поводу продовольственной безопасности. Безусловно, вот наш внутренний политический кризис, он влияет то на рост потребительской корзины, товаров потребительской корзины, то вот мы замечаем рост ГСМ, иногда, на мой взгляд, весьма необоснованный. Но единственный способ для маленькой страны, которая находится в состоянии войны с Грузией, это опять-таки село. Это единственный способ сегодня полномасштабно защитить себя и сохранить продовольственную безопасность. И, естественно, наш стратегический партнер Россия, с кем у нас выстроены отношения, с кем у нас договор о мире и безопасности, естественно, вот благодаря военному зонтику и экономической программе, которая осуществляется в Абхазии, есть небольшая, но гарантия нашей продовольственной безопасности. Спасибо за внимание. Итабу, шамта, шучтажук, зетицик, хочук, сынхейт. Минутка, арашуму, пиццы, гякаци, шцарштахы, заяцы, У шцарауит. нас хайчажерах. Усанакха. Зрабхадзи, шасут нас, пиццик нацахцов. Вилкауп, Аляс Борисыпа, шарейшимоп в минутка, бартазцара, корыхпаги, мамзар, и что хвакалх на такахацара. Я начну с вопроса репатриации. Уже 11 лет работаю в Министерстве иностранных дел и непосредственно был участен и принимал участие активное в жизни нашей диаспоры в Турции. 3 года работал там в полномочном представительстве Республики Абхазия и тесно взаимодействовал с нашей диаспорой. У нас реально колоссальный ресурс, потенциал в нашей диаспоре, который до сих пор мы не понимаем, наша страна не понимает.
у них колоссальные возможности, и находясь там, в Турции, я видел любовь к своей стране, и каждый пытался чем-то помочь своей стране, и мы прекрасно знаем, и в 92-93 годах наши братья, это наши братья, наша кровь, которая приехала сюда и встала рядом с нашими старшими защитить нашу родину. И до сих пор эта любовь у них сохраняется. И могу даже сказать, что в некоторых вещах они даже больше, чем мы здесь вот сохраняем свой язык, культуру, обычаи. У них там больше... У нас существует в Турции Федерация абхазских культурных центров, в которые входят около 15 культурных центров в разных городах. И проводят колоссальную работу по сохранению родного языка, абхазского языка. Там и также курсы танцев и разного всего прочего. Но помимо этого всего они участвуют в нашей жизни, в жизни нашей страны, всячески помогают и в вопросах благотворительности, и вот в момент пандемии немалую они помощь оказали нашей стране. Мы должны еще больше работать с нашей диаспорой, так как есть, вот как я и ранее сказал, колоссальный, просто колоссальный потенциал, который можно применить в нашей стране. В плане вопроса самой репатриации, как и ранее было сказано, проводится, да, немаленькая работа. И мне ранее был он комитет по репатриации, например, потом переименовали в Министерство по репатриации, демографии. Мне кажется, сколько бы мы не меняли бы название ведомства, да, если внутри само ведомство работать не будет, никакой пользы от этого не будет, мое личное видение. Но да, нужно поднимать статус, но также поднимать эффективность самого ведомства. Проводится огромная, колоссальная работа и у нас тут по репатриации, но я хочу отметить такую вещь, что некоторые, которые вот проживают в Турции, они не ждут от Абхазии, чтобы им тут выделили дома, земли и так далее. Они, наоборот, сами хотят помочь. И говорят, что нужно, наоборот, просто создать там благоприятную обстановку, чтобы мы сами хотели туда приехать и хотим помочь. И помимо самой программы, кстати, хотел отметить, что у нас до сих пор нет программы репатриации. Да, вот обсуждается этот вопрос тоже в парламенте. Нужно его все же принять и понимать, ускорить этот процесс принятия этой программы. И он нам покажет, как вообще мы работаем, и по этой программе необходимо работать. Это вот по репатриации. По поводу села, как и ранее было сказано, также вот и тот отдельный вопрос продовольственной безопасности можно как-то в единый один вопрос. Село — это также и можем перейти к самому туризму. Туризм и село взаимосвязаны в каком плане? То есть производство, выращивание и так далее. Да? Турист приезжает сюда, в итоге он получает те продовольствия, которые в итоге привезены из той же Турции или с России. Не может он попробовать именно то, что выращено в нашей Абхазии. Необходимо также в момент принятия бюджета, да, правильно распределять средства и направлять немалую сумму, изыскивать возможности в село. Это и аграрный сектор, и сами жители, которые там проживают. Да, то, что они выращивают, не хватает нашей стране. То, что они приносят, просто-напросто, это малое количество. Нужно, конечно же, к этому вопросу очень тщательно относиться, потому что село — это вот начало всего нашего абсвара. Все же и летом наши дети, да, или когда мы были маленькими, отправляли наши родители в село, чтобы мы там приняли то абсвара, которое у нас сегодня есть, хотя бы что-то осталось. Но мы видим, что, к глубокому сожалению, в плачевном состоянии находится вот наше село. Как бы вот по селу. Продовольственная безопасность, слава богу, в момент пандемии, да, когда граница была закрыта, не было проблем доставки, да, то есть пересечения границы могли, в этом плане вопросов у нас не было проблем, но все же могут возникнуть и другие проблемы, когда
какую-то ту или иную продукцию мы не сможем завести в Абхазию по тем или иным каким-то вопросам. И мы также должны пытаться производить продукцию у нас в Абхазии. Ну, как бы вот так вот. Итабуп, уажу Дмитрий Эдуардыпа, абарт хызцара кисхуз чот сапхыма мамзарги усатак хашцо. Итак, репатриация, как уже было здесь сказано не раз, это немаловажный вопрос для нашей республики. Естественно, репатриацию я связываю еще и с вопросом демографии и, конечно же, с вопросом вообще экономики. Если мы будем все чаще и чаще и в государственной программе это укажем и будем возвращать наших братьев на историческую родину, мы тем самым решим вопрос именно демографически. Не только путем репатриации, соответственно, но один вопрос будет уже закрыт. Соответственно, мы получим импульс для нашей экономики. Также это отражается, в принципе, все эти вопросы отражаются и в нашей программе Абхазо-Базинского конгресса. Но если подходить вот точечно, Аляс здорово отметил, я сам тоже не раз бывал в Турции, у наших братьев и сестер есть огромное желание, да, вернуться, но надо им создавать все-таки определенные условия. Это, соответственно, жилье, это, соответственно, их интегрировать в нашу социально-общественную вообще жизнь. Соответственно, мы также еще, кстати, не отметил, мы этим самым можем укрепить и развивать вопрос вообще вопрос абхазского языка, что немаловажно, потому что большая часть наших репатриантов, они до сих пор, да, владеют, несмотря на то, что находятся в другой стране, владеют абхазским языком. Но различие заключается в том, что они не могут прочитать, потому что все-таки они привыкли к латинице. Это тоже немалый фактор. Также, что еще могу добавить? Конечно же, нужна четкая регламентированная и структурная программа. Для того, чтобы все это вернуть, чтобы вернуть их всех, мы должны знать полный цикл от их возвращения до полной интеграции в наше общество. Это, конечно же, что касается репатриации. Также, как Батал Эдуардович отметил, развитие села и продовольственную безопасность нельзя отделять, да, эти два вопроса, они взаимосвязаны, поэтому так обобщенно попытаюсь ответить. Конечно же, развитие села, вообще большая проблема у нас сегодня в селе. Идет большой отток именно населения в города. И, как отмечалось здесь ранее, естественно, село – это то место, куда мы когда-то и возвращаемся. Село – это то место, где мы во время войны получали тоже продовольствие, да, которое мы отмечали. Это то место, которое нас кормило, соответственно. Все-таки сельчанам создавать социальную платформу. Надо развивать, соответственно, и само сельское хозяйство, чтобы в селах было свое производство. Вот я приведу такой пример, это, в принципе, тоже в нашей программе отражается. Можно на примере 10-20 санаториев взять и создать там договора с администрацией села, что будут поставлять сельскохозяйственную продукцию, пусть это будут фрукты, овощи, неважно, на основании вот именно договора. И в летний период это село будет производить, да, какую-то продукцию. Конечно, это все надо мониторить, понять, какой объем, какая мощь у этого производства. Но сделать хотя бы какой-то первый шаг. Это даст импульс вообще нашему сельскому хозяйству. Соответственно, также надо не только производством в селе заниматься, надо также и
развивать и школу, и образование. Я вот по своей работе являюсь координатором местных отделений. Мы ездим по деревням и общаемся с людьми. Мы открываем местные отделения, мы создаем совместные проекты, мы реализовываем именно с сельчанами. И вы не представляете, насколько это талантливые, насколько это способные люди. Они в любой вопрос, вот сообща, когда вместе они могут любой вопрос решить. Просто им нужно иногда какую-то материальную помощь. Не огромную, им не нужна рабочая сила. Они сами найдут себе сантехника, они сами найдут себе сварщика. Им нужен определенный маленький импульс. Государство, к сожалению, имеет много проблем, много задач, но в большей степени, которых хотелось бы, конечно, не делается. Поэтому на законодательном уровне тоже все это надо прорабатывать, решать и вместе сообща создавать вот эти социальные проекты. Спасибо за внимание, в принципе. Иҵегьы ҩыџьа басикуд шәымоуп акацәышәҵара шәҭахызар хәыҷык нас ишәҳәоит. Иҭабуп шәажәақәа азыҳәан Ерик Сагател-иԥа уажәы шәара шәаамҭоуп минуткы ирҭагӡаны ишәҳәа азҵаарақәа рҭак. Ну, в первую очередь, здесь хочется отметить, я первым вопросом скажу о нашей диаспоре. Работу с нашей диаспорой, конечно, надо расширять. У нас имеются диаспоры и в России, и в Сирии, и в Турции, и в других странах. Их в первую очередь задача создавать благоприятный имидж Абхазии, создавать основу для дальнейшего международного признания нашей страны. Рассказывать миру о нашей истории, культуре, традициях, о древности нашего языка. В тот же момент вот, хочу подчеркнуть, как здесь ранее тоже было сказано относительно израильского опыта, приведу в пример и диаспору Армении, которую в свою очередь в некоторых странах добилась того, что было признание геноцида армянского народа. И надеюсь, что и у нас будет такая возможность, чтобы наша диаспора поспособствовала к тому, чтобы и признали геноцид по отношению именно нашего народа в период 92-93 года. Здесь хочется остановиться еще и на тех факторов, конечно, что в диаспора непосредственно связано и с демографией, об этом тоже много говорится. В послевоенное время, конечно, мы рассчитывали на то, что все-таки при определенных благоприятных условиях люди вернутся, конечно, на свою историческую родину, но в силу экономической составляющей и тех условий, которые не были созданы, наверное, в других странах более комфортная жизнь для них, и, судя по всему, тот эффект, который мы ожидали получить, не претворился в жизнь. Что касается продовольственной безопасности и доктрины, вот в период моей работы в Государственном комитете по стандартам потребительскому и техническому надзору нами было направлено письмо в адрес президента о доктрине продовольственной безопасности. Здесь можно выделить 3 фактора, и в то же время соглашусь с вами, что можно объединить и вопрос развития села, и также доктрины продовольственной безопасности. Эти 3 фактора включают в себя развитие аграрного сектора, обеспечение продовольственной независимости Абхазии, доступ на потребительские рынки качественной и безопасной продукции. То, что касается села. Село, конечно, у нас находится в очень тяжелом положении, очень затруднительном положении.
идет отток населения, с этим я согласен. Молодежь уезжает из села, потому как не создаются рабочие места, в село не вкладывается определенных финансовых средств, и посредством этого всего село теряет свою привлекательность. Но в то же время для улучшения социального положения сельчан необходимо, на мой взгляд, в первую очередь это кредитование сельхозпрограмм. Опираясь на положительный опыт Советского Союза, можно сказать, что создание сельхозкооперации для выращивания качественной продукции и обеспечения свободного доступа на потребительские рынки Абхазии будет влиять на то, что люди, наверное, и потянутся обратно в село за тем, что, в принципе, честно говоря, без села я не вижу никакого вообще развития и в культурной, традиционной среде. Хочется сказать о том, что все-таки и сельхозпродукцию мы должны поддерживать посредством определенных регуляторов, потому как мы с той продукцией, которая у нас взращивается, производится в селе, мы становимся неконкурентоспособными. Исходя из того, что у нас колоссальный импорт, у нас торговое отрицательное сальдо, и, соответственно, получается то, что мы должны все-таки поддерживать внутреннего производителя и село в первую очередь. Ну, здесь можно и добавить то, что вот касаемо туризма здесь было сказано. У нас, слава богу, как вы видите, да, у нас период пандемии, но прошлым летом был такой туристический бум. И, соответственно, получилось, что мы, если связывать эти две вещи, исходя из того, что люди приехали к нам, мы не можем их обеспечить той сельхозпродукцией, которую, в принципе, если при определенном раскладе мы сумели бы каким-то образом поддержать, я думаю, весь турпоток и те люди, которые приехали бы к нам, они бы пробовали нашу сельхозпродукцию, чистую, экологически. И, на мой взгляд, нужно это все развивать, нужно это поддерживать. Постараемся это сделать. Итабу пидут за наожи, хай суети геохтахе, азара куарейма дараям, топожи досу, оппонент гдалхны, хырхартала, убриях ешхнырхны, азара иштерпепш алшара шумоб. А кандидат, оппонент гдалхны, азара ейтуйду, досу иштоху. Или, может, старых? Мы, да, мы все... Эрик, воровах азара ассот. Официала. Пандемия хамуиха, ковид зешха зешха, тагалазаши анацубот. Варугуана гарашпак вабри хашпа знук вабри хаяер пелшарак хамам и ацату. Что надо сделать, чтобы как-то справиться с этой пандемией? Табу. Минутку шумо пищас. Здесь, конечно, у нас очень тяжелое положение в этом направлении. Пандемия – это такой вопрос, который касается вообще всего мира. И мы в период, она уже длится 2 года, в какой-то определенный период у нас даже были закрыты границы, как вы помните. Насколько помню, здесь один человек появился, и вся страна практически его искала, и с кем контактировал. Потом меры изоляции происходили. Но на сегодняшний день если все мы вместе следим за сводками, по 600 человек, по 400, по 500 в день заболевших. И с этим надо, конечно же, бороться. В первую очередь необходимо, наверное, судя по всему, исходя из того, что происходит, это какие-то меры принимать по
я не знаю, хотя бы масочный режим, начнем с этого, мы вот сейчас вот здесь все стоим, но в принципе мы не ограничены тем самым. С другой же стороны, так получилось, что в этот период у меня заболела мать, у меня заболели родственники, и наши больницы переполнены, невозможно было даже вот определить в палату человека, но огромнейшая благодарность на самом деле нашим врачам, это тяжелейший труд, эти люди не спят, на голом энтузиазме работают и делают так, чтобы по максимуму людей оттуда вытащить. С этих больниц у нас ужасающая статистика смертности. Мы подводили, и каждый из нас говорил о смертности на дорогах, но здесь смертность от ковида превысила все нормы, все те, которые в Абхазии у нас существовали, и мы почему-то не серьезно относимся к этой проблеме. Я считаю, что нужно и финансово помогать в первую очередь. Есть, знаете как, и диаспора, в принципе, помогает, и наше общество неравнодушно реагирует на все на это, сбором определенных средств, кто чем может, помогает, но этого недостаточно. Был такой процесс, если вы вспомните, когда в какой-то период мы вакцину не могли завести, то есть какие-то договоренности были, но в силу обстоятельств, я знаю, что и в Российской Федерации там настолько такой период пошел заболеваемости, что там не справлялись. Мы заявку и подавали, и квотирование было относительно Абхазии, чтобы эту вакцину приобрести. Но через какое-то определенное время эта вакцина поступила. Но не все хотят вакцинироваться. Это тоже такая очень серьезная проблема. Я считаю, что информационно надо доносить в первую очередь до людей, что единственная защита – это вакцинация. Но здесь, честно говоря, если на уровне бытового с людьми вот встречаешься и разговариваешь, люди говорят о том, что они не верят этому всему. Вы понимаете, что вакцина помогает, но есть такие примеры, когда и люди вакцинированные попадают в больницы, медучреждения. Но если смотреть на это на все, просто легче проносят эту болезнь. Спасибо большое. Итабу, واحد جرى الزارة كوش مزر кандидат ша Аляс Борис Ипа, раз Зара Мазар. У меня может быть такого общего характера. Я просто хочу, чтобы коллеги немного все-таки поговорили. Есть еще острые вопросы в абхазском политическом обществе и вообще в обществе в целом. И наверняка кто-то из нас 12 марта станет депутатом парламента. Я, как гражданин Абхазии, как избиратель этого округа, хотел бы, чтобы будущий депутат этого округа был граждански активный, в первую очередь, и наверняка знал о тех вопросах, которые сегодня обсуждает парламент. Это, например, план гармонизации. У вас будет потом 2 минуты, когда вы можете об этом сказать. Вас, да. Я вопрос как бы общим коллегам хочу задать. Он вытекает, в принципе, из тех вопросов, которые сегодня есть. То есть это вопрос электроэнергетики, это вопрос добычи нефти, это вопросы двойного гражданства. Я бы хотел, чтобы мы это обсудили, чтобы тот депутат, который попадет в парламент, чтобы я его позицию знал. Меня это интересует, меня это беспокоит и волнует. И раз мы обсуждали вопрос коронавируса, я хотел бы сказать и призвать наших граждан вакцинироваться.
Это единственный способ сегодня избежать тяжелых последствий при заболевании коронавирусом. الزعرة شتير ناس А ويحلت فجأة. Зара, Зара. вот мой вопрос, давайте обсудим более такой насущный Ну, вопрос. акалхна, тема акалхна Ишта хатала хошварана, ишта хвала. шараш الزعرة ويشرش الزعرة بناس أنا يسام تنخر سرس الزعرة كوجستيوي Любовь, вот на твое усмотрение. أجدالخنخ Можно тогда я как-то подключусь, если Конечно. хватал, да? То есть, да, ну, да, любой вопрос. вопрос, тогда я, да, начну. Там из тех пунктов, которые были перечислены, да, недвижимости в том числе, вопрос да. недвижимости, тут берем в комплексе, да, вопрос продажи недвижимости, добычи нефти, вопрос у нас кризиса электроэнергии, да, энергосистемы в Абхазии. Начну с вопроса продажи недвижимости тогда. Это один из таких острых вопросов тоже, да, нашей страны, и очень часто, я как вижу, политизируется этот вопрос, и некоторые используют в каких-то своих непонятных целях. Для меня, вот в нынешних условиях, как мы сегодня находимся, я против продажи недвижимости. В нынешних условиях. Почему говорю в нынешних условиях? Потому что для меня самого картина не ясна. В каком плане? У нас не принят кадастр, да, недвижимости. Мы не понимаем вообще четко, что у нас есть в этом плане. Это вот мое личное мнение. Помимо всего, тут можно применить такое медицинское понятие, как польза и риски. Да? Взвесить нам нужно будет и польза, какая может быть польза от продажи недвижимости вообще, и какие риски. Сегодня рисков больше. И обсуждать этот вопрос, и мы и законодательно не имеем права, и обсуждать вообще его в общем плане, мне кажется, не нужно. На данной стадии, в нынешних условиях, я лично против продажи недвижимости. Можем перейти так же, как бы и к добыче нефти, да, как я понял. مكان То عم есть, تشمو في да, минутки добычи бзики. нефти. Вот обсуждается также, да, добыча нефти, обсуждается в каких-то группах, да, в плане там какие-то личности обсуждают, но население полностью не понимает, не знает и не имеет, не владеет никакой информацией. Имеем ли мы вообще нефть? Вопрос люди задают. Если мы имеем, то в каком оно объеме, где оно находится, какого оно качества, вообще можем ли мы добывать, да, проведена ли какая-то определенная экспертиза и предоставлена обществу. Я этого не видел, лично я этого не видел. И из-за отсутствия вот этой полной информации, да, сегодня тоже в таких же условиях добывать, например, нефть на шельфе, да, в море, да, так скажем, я был бы против добычи нефти в море. Почему я против добычи нефти в море? У нас сегодня самое такое вот достояние – это наша экология, это наше море, это наша природа. И думаю, лезть туда лишний раз не нужно. Да, есть новые, новейшие технологии, мы имеем много примеров, да, по миру, там, где добывается и в океане, и в морях, и так далее. Но все же мое личное мнение, я был бы против добычи нефти именно на шельфе. А на суше как бы подойти к этому вопросу можно, когда будет какая-то определенная ясность, когда будет проведена открытая экспертиза, да, и обществу, народу нашему будет ясно. В Конституции это прописано все, что принадлежит нашему народу. Все наши недры, наши полезные ископаемые принадлежат нашему народу. И народ должен понимать, кто будет лезть, кто будет заниматься этой добычей и так далее. Тут еще такой момент. Если мы все же подойдем к вопросу добычи, да, мы должны раскрыть вот эти все карты, понять. И самое главное для меня, если мы даже вот будет вопрос проголосовать за или против, я проголосую за тогда, когда буду понимать, что от этого наш народ будет получать пользу. Как бы так, вот на два вопроса попытался ответить. واحد زرش حما Коллега поднял вопрос о гармонизации, о работе парламента. Мы за этим следим, видим документы в открытом доступе. Это все, говорится, видно. Однако сам процесс и как происходит проект проектом, но это не значит, что в конце обсуждения проект будет сохранен, может быть, видоизменен. Поэтому, конечно, очень интересно, но, к сожалению, большому как-то вот получилась какая-то традиция нехорошая, которую надо ломать. Надеюсь,
если кто-то придет из нас в парламент, наверное, будет инициатором этого процесса. Надо ломать вот эти старые устои, власть должна быть открыта. Это вопросы национальной безопасности. Народ должен знать, что происходит. Например, гармонизация должна происходить в рамках Конституции Республики Абхазия и в рамках рамочного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Чтобы понимать, происходит это или нет, надо видеть непосредственный процесс, участвовать во всех его ипостасях и не только получать репортаж телевидения, это 2-3 минут в общих словах, а знать конкретику и детали. Фраза была из уст одного из наших политиков «поделиться суверенитетом». Я не склонен как-то сразу давать оценки, потому что этой фразы одной мне недостаточно для того, чтобы разобраться, что имелось в виду. Каждое слово идет за собой смысловую нагрузку. Надо переговорить, выяснить, кажется, уточнить для себя понимание, что имелось в виду. Потому что для меня это немножко как-то вот очень больной вопрос. Мы все прекрасно владеем, мы шикарно разбираемся в футболе и в политике. Да? Мы знаем прекрасно нашу историю. История без политики, политика без истории не бывает. Вот. Мы помним 1927 год, когда Абхазия поделилась своим суверенитетом, договорная Абхазия. 1931 год, как Абхазия превратилась из СССР Абхазия в Абхазскую АССР и так далее. Поэтому это очень тонкая материя, надо понимать, где, говорится, здесь, говорится, что происходит. Для того, чтобы народ, как-то, как было в те далекие годы, не проснулся один день, потеряв весь свой суверенитет. Это очень важный вопрос. Вот. Теперь подняли коллеги вопрос, не могу его не обойти, о добыче нефти. Для меня это очень достаточно определенный конкретный вопрос. В кабинете министра, когда я работал, даже будучи исполняя обязанности премьер-министра, мы голосовали, я всегда был против. Я за экологию. Для меня это самый важный вопрос. Все экономические, политические, все проекты, какие бы они ни были выгодны, если они проходят экологическую экспертизу, для меня этого проекта не существует. Мы должны сохранить нашу природу для наших детей. Мы должны сохранить ее, чтобы наши дети жили в чистой, красивой, благополучной Абхазии, а не только сегодня добыть все эти ресурсы, все это перепачкать, испачкать. Нет никаких гарантий, никто их не дает. У нас в Абхазии ежегодно происходит, пообщайтесь с этими нашими экологами, более 3000 землетрясений на глубине, а глубина скважины несколько километров. Вы представляете, это мы на поверхности не ощущаем. А если внизу случится кризис, как в Мексиканском заливе, и кто это будет решать, какие у нас на это возможности? Великая Америка это смогла вытянуть. British Petroleum победил эту проблему. Можем ли это мы? Во-первых. Во-вторых, что такое нефть? Нефть – это деньги. Что это единственная возможность в Абхазии сегодня у нас заработать деньги – это только нефть. Мы же не в Африке живем, где-то в пустыне, где кроме пустыни у людей ничего нет, и они вынуждены добывать нефть, чтобы жить. У нас этой проблемы нет. Давайте так, давайте научимся продавать нашу чистую воду, одну из самых лучших чистых родников, абхазских родниковую воду продавать в мире, зарабатывать на этом деньги. Литр воды стоит больше, чем литр нефти. Вы это прекрасно знаете. Давайте научимся продавать деньги, делать деньги из воды, а потом уже, может быть, когда-то наши внуки, правнуки вернутся к добыче нефти и будут этот вопрос решать. Я ярый сторонник экологии, для меня эта тема закрыта. Но вот я могу перебить, да, 4 страны, включая Грузию, уже, вот, насколько мне известно, добывают нефть в Черном море. Ну что, мы должны обезьянничать, повторять за ними? Зачем? У нас должна быть своя позиция, и мы должны, наоборот... Последствия отразятся на нас тоже. Абсолютно верно, но мы должны добиваться, чтобы эти процессы там тоже были остановлены. Сегодня, конечно же, это смешно, наверное, звучит, но мы должны ставить максимальные задачи и выстраивать свою политику, в том числе геополитическую в этой сфере. Добывают, но это их решение, это их государство, это их суверенитет, они имеют на это, наверное, на это право. Я бы в нашей Абхазии этого не делал. Тут коллега коснулся вопроса недвижимости. Я много раз эту тему раскрывал, хочу еще раз раскрыть. Время закончилось, в принципе, да? Этот проект, коротко фразу скажу, можете, да. Этот проект, он приведет к изменению демографического баланса. Абхазы помнят, когда они были 17%. Ни один проект, который изменит демографический баланс, абхазами воспринят не будет. Ну, Батал Эдуардович, вы подняли эти темы. Я думаю, вы тоже хотите об этом поговорить. Да, высказаться. Конечно, тут и... Ребята, вопрос, я буду достаточно коротко отвечать. Но у вас на 4 эти минуты да, есть, мы можете. В парламенте часто эти темы поднимали, обсуждали. В первую очередь, вот вопрос добычи нефти. Этот вопрос, на мой взгляд, должен решаться на референдуме. Это единственный способ узнать мнение моих избирателей, я как действующий депутат не знаю их мнения по данному вопросу. Это основная моя позиция. Другая позиция в этом же вопросе заключается в том, что
доход условно от возможной добычи должен быть национальным достоянием. Третий вопрос, что у нас любой бизнес, любой вопрос, связанный с национальным достоянием, будь то лес, который, ну так, варварски поступили с лесом в Абхазии, то добыча щебня на наших реках, в принципе, и в советское время запрещенная добыча. И поступать также с нефтью, естественно, нельзя. У нас нет просто заключения, вот как говорили мои коллеги, мы не знаем. И нет экспертного заключения по тому, что может произойти. И так дилетантство в этом вопросе недопустимо, на мой взгляд. Что касается вопросов недвижимости, ну, тут есть, знаете как, есть популистская часть, есть часть, которую нельзя допускать, есть часть, которая сегодня уже происходит. Вот, например, популизм, на мой взгляд, заключается в том, что люди кричат: нет, нет, нельзя продавать недвижимость. О какой недвижимости идет речь? В первую очередь, давайте мух от котлет отделим, как обыватели говорят. И вопрос в том, что все наши базы отдыха, дома отдыха, гостиницы являются коммерческой недвижимостью. И любой иностранный гражданин может сегодня это купить. Действующее законодательство и Конституция это не запрещает. Жилье. Ну да, тут вопрос, это на мой взгляд, это скорее не жилье. Нет, это все жилье. Да, это все вместе, это жилая недвижимость. Другой вопрос, что нам нужно разделить вопрос гражданства и вопрос жилья. Вот в моем представлении здесь камень преткновения именно привязка к гражданству и постоянное место жительства. Вопрос прописки, гражданства, возможности получения на основании приобретения жилья, именно жилья для цели получения гражданства. Вот здесь камень преткновения, здесь надо разделить этот вопрос. Ну, возможно это сделать? Ну, это возможно в руках... Это же так долго тянется этот вопрос. В руках конституционного большинства. Да, так скажем, это 24 голоса в действующем парламенте. Так, какой еще третий вопрос мы обсуждали с вами? Нам Аляс задал эту тему. Да. Нет, это Баталов. Электроэнергетика. Нет, недвижимость как бы нет, перечислял сказал. то, что гармонизация, Ну, по-моему, ты... Да, план гармонизации, да. Вот и, скорее всего, это, вот этот аспект, как раз-таки он ляжет на вопросы двойного гражданства. То есть возможности получения россиянам абхазского гражданства и возможности также в упрощенной форме получения российского гражданства гражданами Абхазии. Вот в этом контексте, естественно, вот как Шамиль Умарович говорил, у нас историческая опасность есть, исторический страх, подтвержденный фактами заселения территории Абхазии иными этническими группами. Чтобы вот отличить это, ну, естественно, нам нужно защитить абхазское гражданство в исключительной форме. Вот я этот вопрос вижу именно так. Табуб واحد جر Да, так قشتوما مرتزارك. С удовольствием тоже отвечу. Ну, сперва начнем с гражданства. Во многом наши позиции здесь тоже совпадают, вернее, недвижимости. Я, конечно же, тоже в каком сейчас виде само это предложение, я, естественно, буду против. С вышесказанным тоже соглашаюсь, от себя хочу немного добавить, привести такой элементарный пример. Что будет тогда в будущем? Мы сегодня получим, да, какие-то так называемые инвестиции. Что мы дальше будем? Я хочу создать, к примеру, да, дальше семью. У меня вопрос станет с покупкой той же недвижимости. Справлюсь я с такой маленькой заработной платой, справлюсь ли я с конкуренцией, которая возникнет именно на рынке недвижимости. Поэтому такие вопросы, они, я считаю, к государственной безопасности. Насчет гражданства, вот как Батал Эдуардович отметил, здесь тоже вопрос, я считаю, вопрос это спекуляции определенной политической, потому что на сегодняшний день у нас законодательство позволяет получить это гражданство. То есть получаешь вид на жительство, проходишь определенную аттестацию, это сдаешь абхазский язык, это конституция Абхазии. Да,
Понимаете? Так что эти вопросы немного, наверное, рано обсуждать для нашего общества. Это лично, да, это мое мнение. Насчет, естественно, тоже добычи нефти будет то же самое. Вопреки всему, есть, конечно, хорошие примеры. Это та же Норвегия, это Исландия, где несмотря на да, условия, сейсмические условия, все-таки они добывают, но мы, наверное, не на таком уровне, как Норвегия, Исландия. Мы не можем пока себе это позволить. И вот, как Аляс Борисович отметил, важно понимать, важно иметь прозрачность. А кто будет добывать эту нефть? Сколько ее залежи, да, этой нефти, какой уровень качества, и что в будущем будет вообще с этим ресурсом на мировом рынке, сколько он вообще будет стоить. Если оно не такого хорошего качества и будет стоить за баррель 40-30 долларов, имеет ли смысл рисковать нашей экологией? А если 300? Если 300, тоже не хочу, я хочу этот ресурс оставить на будущее поколение. Это самый последний барьер, к которому мы должны подходить. Сегодня туризм – это ведущая отрасль не только, естественно, в Абхазии, а вообще по всему миру. Она входит в тройку мировых отраслей и выше даже, чем добыча нефти. Поэтому давайте лучше свои усилия вкладывать в такие отрасли, которыми мы располагаем, естественно. Если у нас нигде не получается, если мы исчерпаем все возможности, ну, наверное, придем к этому, но пока... Будем жить в пустыне, придем. Да, пока что я тоже не согласен именно с добычей нефти. Еще вот здесь, Батал Эдуардович, я, конечно, с вами соглашусь, если эти вопросы все-таки будут возникать, и эти вопросы решаться уже и в парламенте, и вообще на государственном уровне, я их бы связал, естественно, все эти три вопроса и вывел бы на референдум. Такие вопросы в стенах парламента или там в стенах администрации президента решать, конечно, не стоит. Это надо делиться с народом, это народ должен принять, принять решение, потому что та же добыча нефти, та же нефть – это природный ресурс, который принадлежит не мне, не кому-то, а всему народу. Все, спасибо за внимание. Табуб оппонент сейчас загияла, шафит шеркик, что за раку хапари тема. Да, если позволите, вот касаемо продажи недвижимости, я хочу добавить, что этот вопрос на самом деле очень политизирован. Если, допустим, сказать о том, что ты за продажу недвижимости, да, ты воспримется нашими людьми в штыки. Если ты скажешь, что против, соответственно, ты какой-то посыл определяешь нашим коллегам. Нет, жизнь, что выбор, это все понятно, но с теми условиями, которые у нас сегодня есть, я считаю, что это вопрос на самом деле преждевременный. Здесь говорилось о системе кадастра, здесь не принят градостроительный кодекс, строительное законодательство отсутствует, это хаотичная застройка, которая, возможно, допустим, и у нас за все это время не приняты ни генеральные планы, ни городов, ни районов. Соответственно, я считаю, что здесь комплекс на самом деле вопросов, которые мы должны сперва решить посредством нормотворчества, как говорится, а потом уже поднимать такого рода вопросы. Это касаемо недвижимости. То, что касается добычи нефти, я соглашусь с коллегами. Я против добычи нефти. Это в первую очередь связано с тем, что у нас туристическая страна и экологические риски на самом деле они велики, и посредством этого всего я считаю, что здесь еще существует такое направление, как сколько вообще запасов у нас этой нефти, кто-нибудь вообще считал, кто-нибудь занимался этим вопросом, да, были какие-то предпосылки, конечно, к этому, ко всему, но что хочется сказать. Допустим, допустили мы, да, добычу нефти, и какая польза от этого нашему народу, вот в чем тоже вопрос. Это создастся определенная такая прослойка олигархии, которая, допустим, сегодня будет навязывать свою какую-то позицию посредством этого всего. Да, Сагателович, я извиняюсь, вы свои 4 минуты уже использовали, отвечая на вопрос вашего оппонента, поэтому я вынуждена
вынуждена вас Я перебить и перейти к понимаю, следующей но части. вопросы такие Да, я животрепещущие понимаю, на но самом вы деле можете были, потом, и я хотел согласны. высказать свою позицию просто по этому вопросу. Да, но у нас регламент, у вас еще будет время высказаться. Я очень извиняюсь, но вынуждена, у нас такой регламент. Уаженас телехопшца я арыштрани канах почта хазцара куаха яхар мышты закон писара, но с яха активра адрпшдзом сара сызцара стеует шизик шахнархана шахсхдархана сатамыз үйбайба минут шимо буяззара така кацаразы а энергетика кризис алцаразы бьяквасиш бой. شرشالجا. ترى أنصح حلقة. يشوفتخو. إيريك بس ترى ما تقول شالجا. ديم ما إيريك. Давай вступим. Да, как раз, да, будет время. Ну, как мы понимаем, энергетика у нас находится на самом деле в удручающем положении. Да, в зимнюю пору сидеть без электричества по 2, 3, 4 часа. Некоторые сидят и по дню, это говорит на самом деле о многом, о положении в энергетической отрасли. Каким образом выходить из этой ситуации? Ну, здесь, конечно, ничего нового сказать невозможно, потому что, в принципе, это у всех на устах, да, это в первую очередь изменение тарифной политики, но когда мы говорим о тарифной политике и увеличении ее, мы должны понимать, что заработная плата у людей, она не столь значительная, что в случае увеличения, что они вообще в состоянии будут, допустим, оплачивать за электроэнергию. Здесь что еще можно добавить? Собираемость у нас не на уровне находится, все об этом прекрасно знают, все это понимают. Посредством чего можно увеличить эту собираемость? Посредством того, чтобы установить приборы учета, которые у нас тоже отсутствуют, за которые мы говорим, и быть на свою, я, находясь во главе комитета, мне был подведомственный энергетический надзор, и, соответственно, о тех проблемах, которые у нас в энергетической отрасли, я знаю не понаслышке. Что можно добавить в этом отношении? У нас огромное количество потерь в электросетях. С Ингургеса пока электричество... Договорите, да, мысль, время заканчивается. Ну, да. Здесь комплекс, на самом деле, мер, которые нужны для того, чтобы каким-то образом выйти из кризиса. Я хотел поговорить и за майнинг, дикий майнинг, который у нас присутствует, но, честно говоря, борьба, конечно же, ведется, но не на таком уровне. У нас, в принципе, сегодня нагрузки на наши сети, исходя из той борьбы, ну, они не уменьшаются, как мы видим, правильно? Я, насколько понимаю, это так. И если эта борьба каким-то образом не приведет к тому, что каждый человек поймет, что необходимо на самом деле подумать о нас, о всех, о тех людях, почему мы должны расплачиваться, допустим, за то, что где-то в какой-то период была эта деятельность легализована, потом эта деятельность стала запретной, как говорится, и мы все свидетели этому всему, и мы, честно говоря, расплачиваемся за все за это. Здесь нужен определенный подход, на самом деле государственный подход в первую очередь. Касаемо инвестиций, хотелось бы тоже добавить, я очень быстро просто вот это все, это вы комплекс, понимаете, на самом у нас деле, регламент, и мы уже за рамки выходим. Инвестиций, хотелось бы сказать, что нам инвестиции, конечно же, нужны, но в первую очередь, чтобы эти инвестиции были под контролем нашего государства. Контрольный пакет должен оставаться за государством. Да. Это вот мое вот такое видение. Да, уточняющий момент, вот вы говорили о приборах учета, насколько мне известно, уже закуплена партия, и сейчас идет установка, и вот эта программа начинает работать, да. С 2015 года об этом говорится, и прошло вот сейчас 7-й год, и только сейчас она закуплена, а в сети уже, честно говоря, давно, да. и все, что касается трансформаторных подстанций, касается линий в электропередачи и всего остального, честно говоря, это все... Да, перейдем к следующему
Я, позвольте, наверное, по кругу пойдем. Да, ну давайте так. Так, ну, вопрос электроэнергии – это острый вопрос, естественно. Кто о нем только не говорит сегодня. Перед тем, как приехать сюда на эфир, у нас отключили свет по графику, как полагается. Ну, я, конечно, понимаю, немало было еще сделано в послевоенные годы вообще при поддержании нашей энергосистемы. Все приходит в негодность, линии электропередачи, они стареют, трансформаторы еще советских времен. Естественно, все это надо обновлять. Нужно все-таки подойти к этому системно, нужна структура. В первую очередь мы должны увидеть государственную программу, мы должны понять, принять комплекс мер, который мы в первую очередь сейчас будем решать. Естественно, параллельно здесь, как отмечено было коллегой, существует и проблема майнинга. Здесь это уже вопрос контроля и выявления. А чтобы обновить нашу энергосистему, в первую очередь надо провести анализ всей системы, провести ее мониторинг и понять, на сколько процентов она пришла в негодность. Пусть это, ну, я не специалист, не могу цифру назвать, но по моему мнению это уже где-то 80-70%. Естественно, после того, как мы получим определенные анализы, данные, мы тогда уже есть от чего отталкиваться, мы поймем, где именно работать. Нужно также увеличить именно собираемость налогов. Я, может, просто вам скажу, ну, понимаете, мы за интернет каждый месяц платим определенную сумму. Системно мы даем эти деньги, но здесь мы платить не хотим. Как это получается? Нам отключают интернет, и мы сразу приходим и платим, и продолжается наша услуга. То же самое я про электричество. Значит, подход нужно менять, получается. Естественно, нужно подходы менять. И, вот как уже было отмечено ранее, использовать приборы учета. Все это, естественно, нужно. Конечно же, все-таки надо нам выходить из кризиса именно сейчас, не откладывать это в долгий ящик и показать нашему народу, когда будет результат. Уверяю вас, они потерпят. Мы все будем терпеть. Но если мы будем знать, когда это все закончится. 2-3 года, но нету этой программы. Поэтому... Программа должна на самом деле существовать, правильно? Я так понимаю. Я про это и говорю. Герта кандидат Парламент этими займется. Зара так қарзар опсфюху табраш экран курджи вибот амта янынджалаги хырк шарахшны избанзар шавя сапюлар стахзам маджгипш замираш хала шаткылова. Ахра қассойт нас ужажушым. Финансово-монетарная политика и экономика, и энергетика являются основой любого экономического развития государства, любого государства, не исключением и Абхазии. Энергетика – это основа нашей экономики. Сегодня у нас кризис, и все валят на майнинг. Майнинг, конечно, виноват. Но если бы майнинг не пришел в прошлом году, через год, 2-3 мы бы столкнулись с этим кризисом. Мы шли к этому. Мы ничего не делали для развития системы. Мы не смогли за все 30 лет после войны добиться собираемости 90-95. Это минимально, это не так много, надо 100% собирать. Вот тут говорили об аппаратах, о машинах, знаете, как встречное движение. Мы сегодня всю проблему скинули на шею Черноморэнерго. Ребята сегодня из кожи вон лезут, из последних сил латают дыры. На развитие у них возможности нет. Этим должен заниматься кабинет министра правительства. Стратегическое развитие этой отрасли. Был такой проект в новом районе. Да, кстати, собираемость сегодня всего лишь 41%. Представляете, собираемость будет 90-100%. Какие 700, до миллиарда рублей придет в казну. Не в казну, есть такие страны, где такая собираемость высокая? Наверное, есть. Наверное, есть. Я думаю, мы не исключение, но их очень мало. И они телепаются на уровне развития таком, каком мы сейчас. Вот был такой эксперимент на новом районе. Вот смотрите, странный случай. Поставили, по-моему, матрица называлась. Собираемость поднялась до 80%. По идее, автоматически выключался абонент. Выключали, когда и должны были, абонент должен был прийти, потребовать включить и заплатить деньги. Не приходил. Почему? Начинали включать окольными путями. Министерство внутренних дел, государство, методы принуждения, методы убеждения должно включить все свои возможности для того, чтобы решать проблемы в энергетике. 70 миллионов долгов, которые уже никогда никто не вернет. Нет этих людей. 70 миллионов госсектор должен. Миллионов 18-40 должны частный сектор. То есть у ребят колоссальные проблемы.
Сегодня ставят вопрос в правительстве о том, что продать и так далее. Категорически против. Есть другая форма собственности, есть акционирование, контрольный пакетом акций у государства, есть инвестиции. Инвестировать надо в возобновляемые источники энергии. Все, что мы получили наследство Советского Союза, должно остаться собственностью Республики Абхазия. Я уложился во время. И табу батал Эдуард Пауч, Таферишам Туб. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что не майнинг стал причиной сегодняшнего энергетического кризиса. Вот 5 лет мы в парламенте, как нас избрали с 2017 года, у нас периодически возникали вопросы, связанные с электроэнергетикой. Вот действующий созыв парламента, как вы все знаете, поддержал законопроект, который был предложен, по-моему, в 2018 году. И я один из тех, кто поддержал данный законопроект. Но, естественно, время идет вперед, и какие-то изменения именно в законодательной сфере нужно. Вот, на мой взгляд, это все-таки касается генерации. Вот здесь мы как-то все говорим, что проблема, но никто более конкретно не озвучил выход из этой проблемы. За 2 минуты это невозможно. Ну да, я согласен с вами, невозможно. Во-первых, мы комплексную инвентаризацию данной отрасли не имеем. Фактически там какие-то попытки ситуативные были сделаны. Второй вопрос, что центральные линии электропередач, так называемые носители от Ингур, они должны оставаться в собственности государства. Бесспорно, я с этим согласен. И третий вопрос, естественно, собираемость. То есть генерация, возможно туда привлечь инвестиции и частные инвестиции. От того, что у нас на реках будет стоять гидроэлектростанции, появятся ветряные... А вот никто не сказал об альтернативной энергетике, да. Здесь И думаю, невозможно, уже, наверное, да. в две... Но в две- таймер в 2 останавливается, минуты когда мы я... передадим, да. Да, Но, да. это комплекс мер, в том числе, с одной стороны, собираемость, это отношение граждан. Вот Гагарский район, например, это частные дома, которые превращены в гостиницы. Они платят по фиксированному тарифу, по социальному тарифу, это 40 копеек, а по факту это гостиница. И там тоже прирост, вне зависимости майнинга. То есть майнинг – это другой вопрос. Кстати, на этот вопрос парламент тоже дал четкое объяснение и своим постановлением закрепил запрет и невозможность официального подключения к государственным электросетям. Мало того, ввел уголовное наказание за незаконное подключение и потребление электрической сети. Да, и вот и... Я уложился? Да, Спасибо. практически. И еще хочу дополнить вопрос. На ваш взгляд, газификация республики, она разгрузит нашу энергосистему? Это да, нет? Это Вот, ну, уже ко мне, да, да, такой, и да. ну, вы можете не отвечать на него, а конкретно на мой первый вопрос, выход из энергетического кризиса. Ну, Я как один... Ну, я понял, да. Тут получается, самый последний отвечаю я, все мои коллеги... ты не за нас. Уже все высказали, да, все, всё что вы реально хотели сказать? высказала наша ведущая в плане создания альтернативных каких-то вот источников энергии, да. Если стоит вопрос сейчас, вот как касался инвестиций именно вот в плане генерации энергии, да, у нас есть малые ГЭС, которые так и находятся в непонятном состоянии, куда можно инвестировать и получать электроэнергию. Они находятся у нас, вот как и было коллегой отмечено, что вот почему бы нет, у нас есть реки, устанавливать эти гидроэлектростанции, понять, конечно же, ну, понимать Или восстановить условия. те, которые раньше работали? Да, ну и да, то есть у нас есть возможности, реально приезжают некоторые предприниматели, да, и смотрят, какие у нас водные ресурсы, да, и задаются вопросом, а нельзя ли тут установить гидроэлектростанцию какую-то, то есть интересуются люди. Конечно, нужно разработать правовые какие-то аспекты, да, передачи там в аренду и при каких условиях можно это сделать. То есть у нас есть эти возможности. Я отдельно хочу поблагодарить всех энергетиков Абхазии, которые и зимой, и летом, и днем, и ночью работают. Отдельно им огромная благодарность, которые пытаются хотя бы то, что мы имеем, восстановить. Спасибо им огромное, спасибо за внимание. И табу по вюда чазара гисаму паха режиссер халызца пам тахамазар истиует.
Ус камера да хайтшабитнес. ус анакәха уажәы хәыҷык ҳааҭгылап, нас анаҩстәи ахәҭахьы ҳаиасуеит, ушьҭа хыркәшарахь ҳнеиуеит. Уажәы ҳаишьцәажәара хыркәшо, шәара ишәымоуп аамҭа минуҭк, уи шәхы иархәаны, нас шәалхыҩцәа рахь шәхы нарханы ажәақәак шәҳәарц. Ҳаҭырсқәа ажәлар, ҳаҭырла патула схырхәоит шәҿаԥхьа. Аԥхьара шәысҭоит март жәаҩа-рзы шәалашәархәырц Аԥсны Жәлар Реизара депутатра реизарахь, алхрақәа рахь. Уважаемые избиратели, дорогие жители округа номер 4, приглашаю вас принять участие в выборах в парламент 12 марта текущего года. Мы должны вместе с вами сформировать новый парламент, новую законодательную власть. И она вместе с другими ветвями власти должна исполнять решения народа и реализовывать политику внутреннюю и внешнюю в интересах абхазского государства и абхазского народа. Если вы мне доверите 12 марта, выберете меня депутатом парламента, я обязуюсь исполнять обязанности с честью, с достоинством, применю все свои знания и силы для того, чтобы реализовать все то, что я с экрана сегодня и ранее говорил и предлагал всю свою программу. Дмитрий Эдуардипа, уажәы ажәа шәымоуп шәара. Батал, сатамыз Батал Эдуардипа арахь. Я постараюсь быть коротким в этом вопросе. Уважаемые избиратели, несмотря на эпидемиологическую обстановку, прошу вас выполнить свой гражданский долг и прийти на выборы 12 марта. Спасибо большое. Иҵегь аамҭа шәымоуп, нижә секунды, акац шәзыршәҭахызар. Ус анакәха, Алиас Борис-иԥа, шәара шәаамҭа. Уважаемые избиратели, граждане Абхазии, в первую очередь хочу пожелать всем крепкого здоровья в такое тяжелое время. Прошу вас всех прийти 12 марта и проголосовать. Проголосовать сердцем. Хатырску хуавилар. Шай март вяверзым, абжи фимтин, абжи ифт. Авиапқала рассалгарц тахупс савя, авилар рыбзия бара, хялан яадзом. Ялнахыз далнахт, япсам дабадзом. И табуб дарадза. Дорогие избиратели, я хочу отметить тот факт, что я родился в округе, в котором я избираюсь. Меня поддерживают мои соседи, мои друзья, мои братья. И я особенно трепетно отношусь к этому району и к этому округу. В ближайшие годы нам вместе предстоит решать задачи по самым актуальным и наболевшим проблемам. Повышать эффективность госуправления, также хорошо выглядеть на международной арене, заботиться, конечно же, о детях и пожилых. Мы готовы вместе с вами менять нашу жизнь к лучшему. Спасибо за внимание. Эрик Сагателыпа, ажәа шәымоуп. Спасибо. Уважаемые жители избирательного округа номер 4, 12 марта 2022 года всем нам, гражданам Абхазии, предстоит выполнить ответственную миссию – избрать депутатов 7-го созыва Народного собрания. Перед новым созывом парламента будут стоять судьбоносные для страны вопросы – это энергетической безопасности, геополитической ситуации, финансовой стабильности. Все эти проблемы требуют взвешенных и выверенных решений. Наш абхазский народ в тяжелой борьбе смог построить новое государство. Это наше главное достижение. А наши главные ценности – свобода, независимость и суверенитет. Защищать их в первую очередь это мой приоритет. Вот почему от того, какой выбор мы сделаем 12 марта, будет зависеть будущее нашей страны. Хатырску алховича, хугабзера гуатаны алхраква фирзнеерц. Избанзар шарафёб, изобзуро было вацпи отпейпш. Табу.
Ҳаҭырсқәо акандидатцәа иҭабуп ҳастудиахь шәахьымҩахыҵыз иазгәасҭарц сҭахуп уаха даҽа ефиркгьы мҩаԥысраны иҟан Жәиԥшьтәи Цандрыԥшьтәи алхырҭатә ҭыԥхада аҟынтәи акандидат дықәгылараны дыҟан ари аефир ашьҭахь аха еиуеиԥшым амзазқәа ирыхҟьаны аҭел шьҭимхит, аҽимадара алмыршахеит азыҳәан аефир зышьақәымгылеит. Ҳара ҳефир шьақәгылеит, ҳара ҳтәы. Абри ала ихыркәшоуп ухатәи ақәгылара, иҭабуп иҳахәаԥшуаз, иҭабуп акандидатцәа. Иҭабуп.